Добрый день, компания Progress Auto. Сегодня у нас вот такой экскаватор Caterpillar. Это 30-ка, 30CR модель. Резиновые гусеницы. Соответственно, 3 тонны собственного веса. Отвал. Модель. Давайте сейчас открою капот, дам послушать, как это все работает. В целом все достаточно четко, то есть тихонько он работает, никаких посторонних звуков не издает. Видим мы наши резиновые гусеницы. По остатку, кстати, тоже нормальные вполне. Стрела. А приопусти, пожалуйста, чуть-чуть. Хоть. Стрела. Здесь по соединениям, по гидролиниям все хорошо, все сухое. Есть, конечно, замечание. Вот такое. Я думаю, видно, что стрела покачивается. Она вот здесь вот покачивается, к сожалению. Надо втулить. Но, тем не менее, показываем, как есть. Все остальное, робот весь, все это ломается, естественно, работает. Примерно так это выглядит. Можно... Стой! Можно вот так копать. Очень удобно вдоль заборчика, либо какого-то другого такого объекта. Все это функционирует, естественно. Опять же, двигатель. Сейчас попробуем отжаться сразу, чтобы было понятно. Я сейчас покажу все это дело здесь. Дай наработочку, пожалуйста. Наработка 2500 часов. В принципе, работает он для этой наработки очень даже хорошо и четко, поэтому все отлично. Что, давай попробуем отжаться. Ну, собственно, отжимание. Отлично работает. Вторую. Все четко, все тихо. Отлично. Все работает. Экскаватор, естественно, отжимается. То есть гидронасос в норме. Проблем он каких-либо не испытывает. Напомню, 3 тонны. Глубина копания у него должна быть около 3 метров. 2,9-3. Робот-стрела чуть все-таки уменьшает, так сказать, нашу глубину, но тем не менее. По остальному состоянию все отлично. Единственный вопрос, конечно, что нужно бы вот это место провтулить. Ну и, соответственно, будет без люфтов стрела вообще. Поэтому вот такой Caterpillar, 30-ка, напомню. Приезжайте в компанию Progress Auto. Всего доброго.